Здравствуйте, вы смотрите «Настоящее время». В студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Миссия ОБСЕ в Украине фиксирует обстрелы вблизи Широкино. Члены российской оппозиции утверждают, что на них оказывают давление, угрожая их детям. И в Лос-Анджелесе открыта единственная в США женская мечеть. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Бои на востоке Украины продолжаются, и это несмотря на перемирие. За прошедшие сутки 4 украинских военных получили ранения. В официальных сводках СНБО из Киева отмечается боевые действия вновь в районе Донецкого аэропорта и на направлении Мариуполя. В поселок Саханка вблизи Мариуполя прибыла миссия ОБСЕ зафиксировать ночной обстрел и его последствия. Район поселка постоянно обстреливается, в том числе из 122 миллиметровых орудий, запрещенных Минскими соглашениями. Местные жители показали наблюдателям осколки снарядов, попавших в их огороды. И сейчас наблюдатели готовят соответствующий отчет. В Международный день защиты детей 1 июня российский оппозиционер Ирина Калмыкова начинает бессрочную акцию под названием «Мы люди, а не скот». Цель – привлечь внимание к проблеме давления властей на несогласных через детей, что, по ее словам, стало в последнее время популярной тактикой российских правоохранительных органов. Подробнее Дмитрий Флорин. Дочь Ирины Калмыковой была похищена у подъезда своего дома в Подмосковье. Трое неизвестных мужчин крепкого телосложения буквально запихнули девушку в машину и 3 часа возили по незнакомым ей районам, рассказывая о том, что российская оппозиция в целом, и ее мать в частности, работает на деньги американских спецслужб и пытается дестабилизировать ситуацию в России. Затем в неизвестном помещении девушке показали фильм телеканала НТВ «13 друзей хунты», где был эпизод, посвященный ее матери. Я должна предупредить свою маму, чтобы она не ходила там на митинги или не участвовала в каких-нибудь акциях, потому что если она будет это делать, значит будут страдать мы, как бы ее дети. Не так давно одному из лидеров российского протеста, лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, пришлось вместе с детьми поспешно эмигрировать в Эстонию. В квартиру Евгении несколько раз пытались проникнуть представители органов опеки, якобы реагируя на сигнал неизвестного человека о том, что дети Чириковой живут в ужасных условиях, их бьют, а в квартире собираются бомжи. Интерес опеки Чирикова объясняет попыткой власти отомстить за ее политическую деятельность. Похожее давление испытала и оппозиционерка Екатерина Мальдон, известная своей негативной позицией в отношении войны в Украине. Я вам объяснила, когда подъедет адвокат, я открою двери, выйду. Без адвоката я вам не открою. Я говорю, чего вы из-под меня хотите? Стесняюсь спросить. И мне из-за двери они говорят, значит, обследовать жилищные условия. После участившихся угроз Мальдон была вынуждена уехать в Украину. И сейчас она решает вопрос о вывозе детей. По ее словам, полицейские вместе с представителями органов опеки приходили к ее мужу и пытались настроить его против нее, предлагая лишить Мальдон материнских прав. За участие в несанкционированных акциях суды назначили Ирине Калмыковой штрафы в сумме около $500 000, а на свободе оставили лишь потому, что она имеет несовершеннолетнего ребенка. Сейчас из пенсии Ирины Калмыковой государство снимает половину в счет уплаты штрафов. Калмыкова вынуждена жить у друзей и прятать свою дочь Олесю, чтобы избежать повторных похищений. Выехать за пределы России Ирина Калмыкова не может до тех пор, пока штрафы не будут уплачены. Заявление в полицию или в суд пострадавшей матери не подают, так как уверены, что все происходит в согласии властей и силовых структур. Я люблю Россию, но ненавижу власть, которая грабит страну, где я живу. Какое будущее у наших детей? Задает вопрос Ирина Калмыкова на своей странице в соцсетях, где объявила о начале бессрочной акции протеста 1 июня. Дмитрий Флорин, «Настоящее время». Другие темы. Алексей Навальный останется на свободе. Суд отказался заменить российскому оппозиционеру условный срок на 5 лет реального по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний. Представители ФСИН при этом считают, Навальный нарушает общественный порядок. Именно поэтому должен отбывать наказание в колонии. В частности, чиновники ссылаются на административный арест оппозиционера в феврале, когда тот раздавал в метро листовки с информацией об антикризисном марше. Мы не сдадимся, мы понимаем, что это угроза и давление, мы продолжим нашу работу. Сейчас, в настоящее время, наши усилия направлены на проведение выборов в 3 регионах, где объединенная демократическая коалиция идет на выборы. И я буду вести эту работу вместе со своими коллегами. И вот подобное давление и подобная нервотрепка нас не остановит.
И вот сейчас Навальный готов вернуться к политической деятельности, однако, скорее всего, не в составе партии «Прогресса». Госдума во втором чтении принимает законопроект, запрещающий любым юридическим лицам, кроме зарегистрированных политпартий, использовать слово «партия» в названии. Источник РБК в Думе при этом утверждает, законопроект в первую очередь адресован как раз именно партии «Прогресса». О проблемах российской оппозиции и вообще оппозиция сегодня – это реальная сила или пока правильнее говорить лишь о политическом выживании? Об этом я беседовал с организатором презентации доклада Немцова в Праге Антоном Литвиным и политологом Иваном Преображенским. Выживание – это ключевое слово в данном случае, но тем не менее это политическое бессилие. Совершенно очевидно, что, во-первых, это событие и давление со стороны властей. Есть неспособность договориться, есть неспособность создать общую платформу, есть неспособность создать действительно адекватную программу, которая бы заинтересовала хотя бы ту часть населения, до которой российская оппозиция может достучаться. А почему нет этой программы, Антон, как думаете? Я тут, конечно, должен возразить, потому что, во-первых, программа есть. Другое дело, что нет никаких источников ее донести до населения. Вообще мне не нравится слово «оппозиция». И я последние года два активно говорю, что мы не оппозиция, мы позиция. А можно сформулировать хотя бы 3 пункта стратегии нынешней российской, можете брать в скобочки, оппозиции? Конечно, самое главное – это сменяемость власти, это прозрачность выборов и это, безусловно, возможности для бизнеса. Я уже не говорю про суды. Но это не стратегия, вы сейчас говорите цель конечную. Да. Это главная претензия со стороны власти. У вас нет никакой стратегии, нет, вы просто хотите убрать нас и заменить нас с собой. А может, вы зря критикуете так оппозицию? Потому что я вспоминаю, например, полгода назад у нас разгорелся во время интервью очень горячий спор с Григорием Явлинским. И когда вот приблизительно те же самые слова, которые произносите вы сейчас, я говорил Григорию Алексеевичу, на что Визави мне отвечал, что да, на общероссийском уровне нам сложно сейчас даже моделировать некую общую стратегию российской оппозиции. Но вот мы пытаемся зайти в местные законодательные собрания в областях. И частично, пусть небольшим составом, но у нас это получается. Но ведь на самом деле изменить что-то таким образом можно только через низы. Прав Григорий Алексеевич? Мы должны идти, вот если ставить себя на место оппозиции от двери к двери, у нас ситуация нонсенса. У нас власть радикальнее оппозиции. Учитывая все эти «но», вот что сейчас может и должна сделать российская оппозиция? Доносить до людей любыми способами, пикетами, книгами, акциями или различными медиа правду по, может быть, конкретным совершенно нарушением, злоупотреблением и преступлением, начиная с районного уровня, заканчивая государственным. Но таким образом оппозиция останется у нас сообществом правозащитников, который не имеет никаких политических целей. Ваш рецепт тогда? Мой рецепт – создавать политическую программу. Согласны? Конечно, нет, потому что... Еще раз говорю, проблема не в людях, а проблема, мне кажется, в России в том, что без политической воли нельзя затронуть и исправить ни один из областей жизнедеятельности общества. Но мы недавно жили в ситуации, когда 2 недели СМИ писали о том, что Владимир Владимирович Путин отсутствует. В принципе, отсутствует. Путина не было, система существовала прекрасно. Упираться в Путина – это стоять в тупике. Как раз наоборот, как раз люди-то и живут с мыслью, что это все жулики, воры и... преступники, а как раз единственный царь и человек, до которого, может быть, не знает, но это известная русская, там про царя и бояр, это как раз Путин. Да, например, Владимир Владимирович Путин... То, что называется ручное управление. Антон, Владимир Владимирович Путин у нас, например, назначает всех региональных руководителей МВД в структуре МВД. Население вряд ли об этом знает. Если оно поймет, как устроена эта структура, возможно, через противное до населения дойдет собственная роль Владимира Владимировича Путина. Полную версию этого интервью смотрите на сайте программы currenttime.tv. Время передавать слово в Вашингтон. В США продолжают обсуждать встречу Керри с руководством России. Наташа, пожалуйста. Представители Госдепартамента США Джеффа Ратке спросили вчера, можно ли назвать встречу госсекретаря Керри с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым началом новой перезагрузки. Ратке ответил, что их нельзя назвать традиционным бизнесом, поскольку Керри весьма четко изложил свою позицию по Украине. Ну и, кстати, после встречи сразу позвонил президенту Петру Порошенко. Редакторская колонка «Нью-Йорк Таймс» озаглавлена сегодня «Небольшая трещина в российском льду». И в ней говорится о том, что обе стороны готовы понизить уровень обмена колкостями, характерный для последнего года. По мнению газеты, Путин тоже пошел на уступку, согласившись на встречу с министром, а не с президентом.
В редакторской колонке «Вашингтон-Пост» между тем говорят о докладе Бориса Немцова о войне в Украине. Цитата: «Этот доклад обнародовал правду, которая редко, если вообще, документируется в эти дни в России». Немцов и его коллеги узнали, что в Украине погибли как минимум 220 российских солдат, что эта война обошлась России более чем $1 миллиард и что ее направлял из Кремля Владислав Сурков. В Кэмп-Дэвиде продолжаются переговоры президента Обамы с лидерами стран Персидского залива. Главная тема – сотрудничество между США и союзниками в разрешении региональных кризисов в Ираке, Сирии, Ливии и Йемене. В странах залива вызывает беспокойство стремление Вашингтона заключить окончательное соглашение с Тегераном по его ядерной программе. Лидеры этих стран хотят повысить уровень своего сотрудничества с США в сфере безопасности, что в свою очередь вызывает озабоченность у другого американского союзника – Израиля. Министерство обороны Ирака сообщило в среду, что в результате воздушного удара коалиции по борьбе с так называемым исламским государством в северной части страны был убит заместитель командующего этой террористической группировки Абу Алла Аль-Афри. В Пентагоне не подтверждают эту информацию, однако ведомство опубликовало недавно карту, на которой указано, что коалиции удалось отвоевать у ИГИЛ от 25 до 30% захваченной ими территории в центре и на севере Ирака. На территориях, захваченных исламским государством в Ираке и Сирии, систематически уничтожаются не только представители религиозных меньшинств, христиане, езиды, алавиты, но и их культура. В Комитете по иностранным делам Палаты представителей прошли слушания на эту тему. Председатель комитета Эд Ройс заявил, что террористы не ограничиваются убийством мужчин и насилием и порабощением женщин и детей. Они также пытаются уничтожить их религию и историю. У ИГИЛ даже есть специальный батальон. Они называют его батальоном разрушения. Их задача — находить и уничтожать произведения искусства, исторические места, которые они считают идолопоклонническими. Их работой является уничтожение истории. Перед членами комитета выступила монахиня Диана Мамека из ордена Святой Катерины Сиенской в иракском Мосуле, который был захвачен боевиками ИГИЛа в июне 2014 года. Я бы сказала, что мы потеряли все. Христиане, проживающие в районе Курдистана, мы потеряли чувство собственного достоинства. Когда ты теряешь дом, ты теряешь все, что у тебя было. Твое наследие, культуру, ты лишен самоидентификации. Но самое жестокое испытание – это когда по телевизору показывают, как один монастырь подвергается бомбежке, а другой разрушен. Этим нам дают понять, ваша история стерта, вы больше ничто. Теперь мы считаем себя бездомными. Руководство многих стран уже 3 с лишним года пытается понять феномен молодого лидера Северной Кореи. Из Пхеньяна регулярно поступают сообщения об испытаниях оружия. Вот, например, недавно был произведен запуск баллистической ракеты с подводной лодки, а также о расправах над представителями местной элиты. Тему продолжит Алексей Березин. По данным южнокорейской разведки, Хён Йон Чхоль был расстрелян из зенитной установки 30 апреля в присутствии сотни зрителей. Ким Чен Ын известен как крайне жестокий глава государства, не прощающий даже самые незначительные разногласия с его диктатурой. В этом году Ким Чен Ын предположительно казнил 15 высокопоставленных чиновников в качестве наказания за вызов, брошенный его режиму. В 2013 году молодой глава КНДР, по сообщениям СМИ, отдал приказ о казни собственного дяди, обвинив его в нелояльности. Наше правительство считает, что в Северной Корее с помощью подобных казней насаждается атмосфера страха, чтобы консолидировать единоличную власть Ким Чен Ына. Мы продолжим следить за тем, как подобный режим запугиваний повлияет на власть в Пхеньяне в долгосрочной перспективе. По сообщению южнокорейского агентства новостей Ренхал, Ким Чен Ын посчитал, что казненный генерал, назначенный на пост министра обороны менее года назад, неоднократно ставил под сомнение действия главы КНДР. Пхеньян не прокомментировал казнь министра. О том, что стоит за жестокостью молодого диктатора, нам рассказал обозреватель корейской службы «Голоса Америки» Ын Чон Чо. Это объясняется слабой властью Ким Чен Ына. У него не было возможности создать круг соратников среди элиты Северной Кореи, поскольку он молод, получил образование за рубежом и не мог общаться с высокопоставленными чиновниками страны. Он унаследовал этих соратников от своего отца, они не близки ему на личном уровне. Поэтому он и использует политику запугивания для контроля над этими людьми. Эксперты также указывают на личные характеристики Ким Чен Ына. У него очень большое самомнение, он не принимает несогласия. Он пришел к власти в возрасте 28 лет, и эта власть была абсолютной, как у короля. Именно из-за этого он и не приемлет несогласия.
Другие темы. В непризнанной Приднестровской республике увеличилось число граждан, просящих милостыню. Подробнее об экономических трудностях коллеги в Праге. Сергей? Так и есть, Наташа. Это произошло в результате решений правительства непризнанной республики о неполной выплате зарплаты и пенсии, которые выдаются на руки в размере 70% от начисленного. А в некоторых случаях сумма выплат даже ниже прожиточного минимума. Многие жители региона за чертой бедности. Материал из Тирасполя. По информации официальных источников, в последнее время участились случаи обращения в службу скорой помощи людей, истощенных от недоедания. Многие граждане, оказавшись в затруднительном финансовом положении, выходят просить милостыню. Люди, стоящие с протянутой рукой, стали обычным делом на улицах непризнанной республики. Кому мы нужны? Кому? Когда работали по 40 лет, нас никто не... Подавай работу. На 3 работы работаю. А теперь и здесь работаю. До остановки конечной мне 1,5 километра до общаги. С моим зрением минус 12 на работу мне отказано везде. До 40 лет, и мне 45 скоро. Куда мне тыкнуться? Сегодня в Приднестровье попрошаек, как их называют в народе, можно встретить везде. Они стоят около рынков и церквей, иногда подходят к прохожим на улицах или к пассажирам междугородних автобусов. Столько денег у людей. Просят все, от мала до велика, и у каждого своя история. Тоже матери не могу, у меня там очень... Ну как, сегодня они сказали, просто не приходи, да и все. Я просто мешаю вот такому в квартире. Я калека ходить не могу. Я здесь сплю под деревом, никто здесь сплю. Я калека. Статистику о количестве людей, просящих милостыню, в Приднестровье никто не ведет. По официальным данным, с начала года в республике было зарегистрировано 5700 безработных. Сколько из них выйдет с протянутой рукой на улицу, неизвестно. Далее включение из Вашингтона. Приговор Джохару Царнаеву может быть объявлен в любой момент. Америка ждет вердикта. Наташа, продолжайте. Да, Сергей, в бостонском суде присяжные второй день обсуждают приговор Джохару Царнаеву, обвиняемому во взрывах на бостонском марафоне в апреле 2013 года. Смертная казнь или пожизненное заключение. Приговор должен выноситься отдельно по каждому пункту обвинения, даже если по одному пункту принято решение о смертной казни, это и будет вердиктом. Вадим Оленичев напоминает об аргументах, представленных обвинением и защитой. Для ярых поборников смертной казни, равно как и ее противников, никакой неясности в деле Джохара Царнаева не существует. На месте присяжных заседателей, решающих судьбу бостонского террориста, они просто поступили бы в соответствии со своими принципами. Для самих же присяжных, заседающих в Бостоне, вынесение приговора – дело гораздо более ответственное и непростое. Теперь обвинение редко добивается смертной казни, потому что с ней всегда много проблем. Слишком много времени уходит на рассмотрение апелляции, да и вопрос о смертельных инъекциях сейчас стоит очень остро. Во многих штатах смертная казнь вообще запрещена, так что согласия в обществе нет. Адвокаты Джохара, хотя и подтвердили изначально его вину, постарались представить его жертвой трудной ассимиляции в Америке, развода родителей и дурного влияния экстремистски настроенного старшего брата Тамерлана. Согласно показаниям друзей, Тамерлан, еще будучи в России, говорил, что хочет примкнуть к джихадистам. Обвинение, наоборот, попыталось доказать на процессе, что он совершенно сознательно, настаивали прокуроры, вместе с братом готовил бомбы для осуществления взрывов, а затем участвовал в убийстве полицейского 3 дня спустя после теракта. В ту же ночь, на 19 апреля, наряды полиции настигли беглецов. При попытке их ареста завязалась перестрелка, в ходе которой Тамерлан Царнаев погиб. Джохар сумел скрыться на автомобиле, но позднее был схвачен полицией. Хотя обвиняемый является гражданином США, некоторые видные деятели, включая сенаторов-республиканцев Келли Айотте, Линдзи Грэма и Джона Маккейна, требовали судить его как боевика. Этот статус лишал бы Царнаева некоторых гражданских прав, включая право на адвоката. Но часть американских юристов посчитала, что в этом случае легитимность суда могла быть поставлена под сомнение, и было решено проводить процесс в обычном порядке. Суду пришлось заслушать множество свидетельских показаний, и все это время обвиняемый держался отстраненно. Только в минувший понедельник он впервые публично расплакался, всхлипывая и утирая слезы кулаками. В США эти слезы растрогали немногих. В результате взрывов на марафоне погибли 3 человека, включая 8-летнего Мартина Ричарда. Еще 264 человека получили ранения. Многие из них на всю жизнь остались инвалидами.
Даже то, что он находился в зале, после всего этого горя, которое он причинил стольким людям, даже это было трудно вынести. Слава богу, теперь я могу поехать домой. В апреле, 2 года спустя после бостонского теракта, 21-летний подсудимый был признан виновным по всем 30 пунктам обвинения, включая терроризм и другие преступления. Бомбы, сделанные из скороварок, на суде были классифицированы как оружие массового уничтожения. Это открыло прокурорам путь к тому, чтобы добиваться для Царнаева высшей меры наказания. Но согласно американскому законодательству, для вынесения смертного приговора необходимо единогласное решение присяжных. Даже если хотя бы один присяжный не убежден в правомерности высшей меры, судья будет обязан приговорить Царнаева к пожизненному заключению без права освобождения. Многие считают такой, более мягкий исход наиболее вероятным, так как штат Массачусетс славится либеральными взглядами. Большинство его жителей выступает против казней. Русская служба «Голоса Америки» сумела связаться по телефону с отцом подсудимого Анзором Царнаевым, находящимся сейчас в России, но он отказался дать комментарий. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. В Лос-Анджелесе открылась первая в США мечеть, где молятся только женщины. Подробности в репортаже Элизабет Ли. Один раз в месяц в этой мечети собираются мусульманки на уникальное молитвенное собрание. Другого такого подобного места в США нет. Я пришла сюда 2 месяца назад. Здесь уникальная атмосфера. Со мной рядом молятся женщины самых разных рас и национальностей. В большинстве традиционных мечетей мужчины и женщины молятся отдельно, и пятничную молитву ведут мужчины. Однако в женской мечети Америки молитву ведут женщины. Эдина Ликович возглавила собрание в день открытия мечети. Когда я получила эту возможность, я с новой силой почувствовала связь с женщинами в аудитории. Они находятся рядом со мной потому, что мы хотим воссоединения с нашей верой или нового развития. Мы стремимся к чему-то новому. Некоторые мусульманки отмечают, что в традиционных мечетях чувствуют себя посторонними. В мечети, куда я ходила в детстве, женщин всегда вели куда-то в дальнюю комнату. Нам не разрешали присутствовать на главной молитве. Теперь я могу не думать об этом, и это придает мне сил. Я не думаю о проблемах патриархального уклада тех времен, когда я росла. Женская мечеть Америки не требует соблюдения определенного дресс-кода. Мусульманки молятся в здании, где также собираются евреи и христиане. Основатель проекта Хасна Мазнави отмечает, что именно по этой причине она выбрала это место. Меня вдохновляет золотой век ислама, когда мусульмане, евреи и христиане все сосуществовали мирно. 18-летний Берни Роллинсон страдает синдромом Аспергера, формы аутизма. Мать Берни долгое время хотела написать книгу о переживаниях родителей детей-аутистов. «Если бы ты был со мной». Книга с иллюстрациями, сделанными Берни, была издана в этом году. Подробности в репортаже Фаиза Эль-Масри. Родители и старшеклассники одной из школ в Мэриленде встречаются с особенным художником в рамках программы чтения с автором. Библиотекарь Шерон Гибсон объявляет, что впервые чтец сам ученик. Берни служит примером академической успеваемости. Он пример для подражания другим школьникам. Книга «If You Were Me» предназначена для детей. Мать Берни, Анита Роллинсон, написала ее от имени сына, а он ее проиллюстрировал. Я хотела написать ее так, чтобы школьники смогли бы читать ее или слушать чтение. Творческий тандем Роллинсонов работал следующим образом. Анита читала 1-2 строчки сыну, а он иллюстрировал их смысл. Я давала ему возможность самому придумывать идеи. Я не указывала Берни, что и как рисовать, поскольку мне хотелось, чтобы он смог выразить собственные мысли и творческие посылы. Если бы ты был мной, ты бы оказался в специальной программе с другими детьми, чьи родители услышали одно слово. Книга Роллинсонов повествует о жизни Берни с момента его рождения у любящих, но неопытных родителей. Твои родители узнали о тебе печальные новости. До диагноза синдром Аспергера в 3 года и разъяснений, почему у Берни не так много друзей.
Ты веселый и общительный, а я тихий и замкнутый. Когда к нему подходят другие дети, он не всегда знает, что говорить. Он может сказать что-то неподходящее. Например, ребята могут обсуждать кино, а он может вдруг заговорить о цыпленке. Мне не нравится, когда меня игнорируют. Мне не нравится, когда люди обсуждают меня или не говорят мне ни слова. Берни хочет, чтобы окружающие знали, он живет полной жизнью. Он ходит в школу и после уроков идет на любимую работу в библиотеку. Педагог Берни Аня Планахат гордится своим учеником. То, что Берни способен проиллюстрировать книгу и рассказать свою историю, очень хороший знак. Это позволит другим понять, что значит быть таким, как он. Просто помни, и у меня есть чувства. Быть может, те, кто прочитал книгу семьи Роллинсонов, лучше поймут мир детей-аутистов. И вновь время передавать эфир в Прагу. Сергей? И отвлечемся от политических тем. Мой коллега Зураб Двали, бесконечно влюбленный в свою страну, ее культуру и кухню, подготовил очередной рассказ. В преддверии туристического сезона это хорошее подспорье для тех, кто еще не определился с направлением для отдыха. Туризм – самая перспективная отрасль экономики Грузии, потому что у этой страны есть все – и Черноморское побережье, и горнолыжные курорты. А такие природные водоемы, как озеро Лопота, пользуются бешеной популярностью, потому что здесь есть всевозможные условия для прекрасного проведения времени. Красивый горный ландшафт вокруг озера Лопота придает курорту особенную красоту. Сюда едут отдохнуть, подправить здоровье и стать ближе к природе. Можно покататься на лошадях, насладиться чудными пейзажами, поплавать и, конечно же, порыбачить. Выбор развлечений на любой вкус. Но свое знакомство с Грузией все туристы все-таки начинают с Тбилиси. Старая часть города восхищает гостей столицы необычным стилем архитектуры, впитавшим в себя дух и западной, и восточной культуры. Улица царя Ираклия – одно из самых любимейших мест как тбилисцев, так и гостей грузинской столицы. Здесь расположено необычайно большое количество ресторанов, кафе, где все желающие могут не только вкусно поесть, но и выпить чашечку ароматного тбилисского кофе и послушать настоящую живую музыку. Тут же расположены арт-салоны и сувенирные магазины, так что любой желающий может увезти из Тбилиси какую-нибудь симпатичную вещицу, которая будет напоминать о днях, проведенных в Грузии. Следующий маршрут – это район Серных бань. Именно здесь рождался Тбилиси. Сюда приходят туристы прочувствовать связь эпох. Небольшие уютные гостиницы в этом районе пользуются наибольшим спросом. А кто вот в основном ваши посетители, ваши гости? Это представители каких стран? Это европейские страны, там, с Америки очень многие приезжают, там, с России, с Украины, Литва, Латвия. У нас всегда забита гостиница. Мы открыли в 2013 году, и уже мы на топ-рейтингах в таком сайте, как Booking.com, TripAdvisor, да. Фантастика, друзья мои, посмотрите, какой вид открывается на старый город. И даже в такую погоду вот так вот постоять, подышать свежим воздухом, посмотреть на это великолепие, огромное чудо. Но в такую погоду очень хочется все-таки выпить немножко красного вина. Обязательно, обязательно. Это располагает к этому. Ага, вот и наш друг принес нам саперави это или хванчкара? Саперави. Саперави. И бокалы какие у вас симпатичные, оригинальные. За Тбилиси. За Тбилиси, за этот старый, седой и мудрый город в самом центре Кавказа. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.